В 2007 году школа «Миллионер». Мы зарабатывали и покупали интерактивные доски, тогда как еще другие школы об этих, наверное, интерактивных досках не знали. Много чего покупали. К великому сожалению, в 2016 году у нас произошел пожар, второе здание сгорело, и приобретенные мебель, и швейные машинки, и лыжи, и все это пропало. Пыелдинская средняя школа – одно из старейших, можно сказать, реликтовых зданий. Наверное, не только в Сысольском районе, но и во всей республике. Хотя здесь ее так не называют. Только школа-музей, не иначе. Впрочем, сути дела это не меняет. Снаружи, даже с современными пристройками, школа выглядит довольно печально. Внутри у депутатского десанта позитива стало больше. Но вопрос кардинального преобразования образовательного учреждения лежал на поверхности. Нужен новый учебный корпус. Ремонт основного здания невозможен. Вот специалисты посмотрели, если менять окна на пластиковые, допустим, обшивку, там нужно было менять, если окна, то окна очень большие в основном здании, это поведет здание. То есть мы можем вообще лишиться этого здания. Поэтому все мужчины следующие, они решили, что все-таки надо построить новую школу. Хотели вместо вот этого здания самого, что его снести, и якобы мы будем там заозерены. Это вообще нереально, потому что за рекой школа находится. Еще одно неудобство с подключением сети интернет. Собственного подключения у школы фактически нет. Здесь используют модемы учеников. Как-то не солидно получается. Поэтому с белой завистью здесь наблюдают за строительством новой школы в Визинге. Пыелдинских неурядиц здесь точно быть не должно. Строительство идет четко по плану. А по кровле на какой стадии? Вот я недопоняла, по кровле. Кровля стяжка сделана, рузаконка сделана. Сейчас ковер сделан на одной секции. Нет, мягкая кровля. Мягкая кровля. Мягкая кровля. Нижние уровни все сделаны, сейчас сделаем верхние уровни. Впрочем, и у строительства этой школы в Визинге есть своя долгоиграющая история. Проект здания мариновался 3 года. И только в 2018-м подрядчик забил первые сваи. Общая стоимость объекта больше $500 миллиарда рублей. Половина средств уже потрачена. Ведутся работы по отделке, это штукатурка. И работы, соответственно, по различным коммуникациям. Это слаботочные системы, водопровод, канализация, отопление практически закончено. Окна вот сейчас доделываем уже тоже, окна сделаны процентов на 90 уже. И, сейчас то есть мы к отделке приступаем уже. В основном отделка, благоустройство со следующей недели начинаем. По школе в Пыелдино у депутатов есть только понимание. Отдельной строчки в бюджете нет. А вот по зданию местной больницы есть и то, и другое. Разве что от идеи возводить большой корпус на $1 миллиард здесь уже отказались. И готовы построить что-нибудь поменьше, $400 миллионов. Это давний вопрос, который, на мой взгляд, почему-то так долго решается. Хотя уже муниципалитет и свои шаги проделал, и снес здание, которое сегодня позволило обеспечить место для строительства. И вот сейчас мы снова будем рекомендовать сегодня на заседании круглого стола, конечно же, включать проектно-сметную документацию, подготовку этой документации и при рассмотрении государственной программы осенью развития здравоохранения, конечно же, этот вопрос не будет обойден стороной. Впрочем, даже если положительное решение будет принято, это будет только маленькая локальная победа в битве с глобальным обветшанием. 20% сооружений и зданий, находящихся в отрасли образования, требуют сегодня капитального ремонта либо нового строительства. По здравоохранению 5 из 23 требуют капитального ремонта. В культуре 30% зданий и сооружений находятся в ненадлежащем состоянии. Там либо надо делать капитальный ремонт, либо он уже нецелесообразен, здание надо просто ликвидировать. Конечно, большие стройки на Сысоле сегодня есть. Но объектов социальной сферы, которые дышат на ладан, в районе тоже поднакопилось. Депутаты Госсовета рекомендовали все этапы строительства, включая разработку проектно-сметной документации и контроль за подрядчиками, передать региональному Минстрою, чтобы ускориться. Евгения Розова, Максим Васильев, Наталья Муравьева, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сысольский район.